Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об участии представителей ингушского народа в Великой Отечественной войне. Гость нашей программы – заместитель декана исторического факультета Ингушского государственного университета Мадина Котеева. Мадина, здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Как мы уже говорили, в этом выпуске мы будем говорить в общем об участии ингушей в Великой Отечественной войне, о вкладе нашего народа в победу. Начать хотелось бы с того, каким был наш регион накануне Великой Отечественной войны, насколько был развит в социально-экономическом плане. Перед началом Великой Отечественной войны территория Ингушетии, которая являлась составной частью Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, безусловно, относилась к аграрным регионам нашей страны. Здесь преимущественно было развито сельское хозяйство, причем оно имело, скажем так, свои различия в горной местности, на равнине и в предгорной части Ингушетии. Соответственно, исходя из ландшафта, из природных условий, географических факторов, здесь в горной части преимущественно было развито скотоводство, в равнинной части это было пашенное земледелие. Надо сказать о том, что изменения стали происходить в первую очередь уже в 30-е годы 20-го столетия. Почему? Потому что к этому времени рабочий поселок Малгобек стал одним из таких важных, наверное, промышленных районов Ингушетии, где стала добываться нефть. Соответственно, надо сказать о том, что рабочий поселок Малгобек в 1939 году был преобразован в город Малгобек. И с этого времени, естественно, увеличивается прежде всего добыча нефти. Причем надо сказать о том, что здесь стали внедряться, использоваться буровые установки. Нефтеносность района резко увеличивалась, и практически надо сказать о том, что к началу Великой Отечественной войны территория Ингушетии, в частности территория Малгобека, стала одним из важных, скажем так, районов, промышленных районов на территории Северного Кавказа. Известно, что ингуши, проходившие срочную службу в армии, практически сразу оказались на фронте. Вообще хотелось бы поговорить о том, какой была общая численность нашего народа на момент начала войны. И помимо тех, кто проходил срочную службу в армии, сколько было призвано, когда началась война в общем? Ну, вообще надо сказать о том, что сегодня, даже спустя 8 десятилетий после окончания Великой Отечественной войны, вводится в оборот большое количество документальных материалов, которые позволяют, безусловно, установить численность тех людей, которые были участниками Великой Отечественной войны. И надо сказать о том, что на сегодняшний день эти цифры, безусловно, приблизительные, поскольку, естественно, ну, скажем так, те учреждения, которые занимаются изучением событий, которые предшествовали Великой Отечественной войне, самому ходу Великой Отечественной войны и итогам, безусловно, их задача заключается в том, чтобы и поименно установить людей, которые были призваны и в 1941 году, и в последующие годы военной кампании. Надо, конечно, сказать о том, что на сегодняшний день приблизительные цифры, которые существуют, это свыше 21 тысячи человек, это уроженцы Ингушетии, которые были призваны на фронт. Дело в том, что есть еще данные, что на момент начала Великой Отечественной войны около 9 тысяч уроженцев Чечено-Ингушетии проходили, скажем так, службу в действующей армии. Конечно же, надо сказать о том, что если говорить о воинских частях, в которых они проходили службу, это были разные воинские части в различных частях нашей страны. И как только началась война, безусловно, будучи в составе своих воинских формирований, они перебрасывались на фронт и, естественно, участвовали в боевых сражениях. К тому же надо отметить, что как только началась война, уже в первые же дни войны в Чечено-Ингушетии была объявлена мобилизация. И согласно, скажем так, мобилизации, здесь было свыше 10 мобилизационных пунктов, куда приходили добровольцы. Желающих поступить и вступить в добровольные части, национальные части было немало. К тому же надо сказать о том, что в первые же дни была создана 114-я кавалерийская дивизия, а в последующем был создан 255-й отдельно Чечено-Ингушский кавалерийский полк. Но при этом надо сказать о том, что и в советской авиации, и в танковых соединениях, то есть и в пехоте служили
представители ингушского народа, которые имели и профессиональное обучение, и были люди, которые фактически проходили службу, застигнутые, скажем так же, как и все остальные военнослужащие на тот момент внезапным нападением Германии на Советский Союз. Мадина, вот эта цифра 21 тысяча, это число призванных когда началась война, на момент начала войны, или это общее число? Это общее. Ну, общее насколько число, да? Я могу прежде всего руководствоваться цифрами, которые высказываются и озвучиваются исследователями, которые занимаются непосредственно этой, скажем так, темой, цифра была озвучена. Но опять-таки я говорю, было бы, наверное, некорректно говорить, что эта цифра окончательная. Почему? Потому что, в принципе, мы с вами понимаем, что все-таки значительная часть архивных документов, да, она остается еще не исследована. И, безусловно, каждое имя, как правило, которое будет для нас, скажем так, озвучено, и деятельность этого человека будет, безусловно, освещаться в исторической литературе. Безусловно, это самая главная задача. Почему? Потому что каждый человек в этой военной кампании внес свою лепту. И причем это касается не только фронта, но и тыла. Задача историков как раз-таки заключается в том, чтобы выявлять, да, и прежде всего находить материалы, которые, безусловно, позволить нам более глубже, да, изучать многие процессы, которые происходят вообще в истории, и в истории, допустим, нашего региона в том числе. Ну, а учитывая, насколько это важная дата для нашего народа, для нашей страны в целом, безусловно, мы считаем, что эти задачи, которые, в принципе, и современное поколение историков, и будущее поколение историков, поскольку сохранение исторической памяти сегодня имеет большое значение, оно должно передаваться. И цель, которая стоит, это прежде всего это изучение, всестороннее изучение, глубокое изучение, да, всесторонний анализ событий, безусловно, представляется нам актуальным и значимым. Мадина, представители нашего народа на каких фронтах воевали? Куда в основном направлялись призванные из Ингушетии? Ну, поскольку война застала всех врасплох, мы с вами это понимаем, да, то, безусловно, находясь в различных частях нашей страны, они так или иначе были в числе тех, кто принимал первые сражения, те, кто участвовал в этих сражениях и в битвах. Безусловно, представители ингушского народа участвовали в боях под Брестом. Это участие в битве под Москвой, Ленинградом. Это военные действия, которые проходили в ходе Сталинградской битвы, битве за Кавказ, Малгобекская оборонительная операция. Представители ингушского народа и вообще в целом уроженцы Ингушетии, они принимали участие и в военных действиях в освобождении территории Европы, доходили до Берлина. То есть мы можем сказать о том, что представители ингушского народа, а в целом, если сказать, уроженцы Ингушетии, они присутствовали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому театр военных действий для них не ограничивался какой-то территорией. Да? То есть фактически это было связано с тем, что география участия их была достаточно широка. Как мы знаем, первый удар приняла Брестская крепость. Сколько человек ингушской национальности было в составе гарнизона Брестской крепости? Насколько можно говорить о числе? Вообще надо сказать о том, что поскольку первые бои, да, начали происходить именно, скажем так, в Брестской крепости, то представители ингушского народа там присутствовали. Но сейчас эта цифра, она каждый раз как бы увеличивается. Почему? Потому что там идет общая цифра. Уроженцы Чечни и Ингушетии. То есть поскольку к тому времени, естественно, была Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика. Мы можем сказать о том, что, да, безусловно, там принимали участие, и все они высечены на скажем так, на доске, да, у Брестской крепости. И надо сказать о том, что численность, вот, она варьируется. То есть мы не можем говорить о точных каких-то цифрах, только приблизительное число. Да, безусловно. Вот это одна из самых, наверное, больших задач, которая стоит, это в том, чтобы действительно выяснить, да, в какой части они проходили службу. Вот сегодня, допустим, в нашей республике, прежде всего, Государственным архивом Республики Ингушетия им проделывается большая работа. Она направлена на то, чтобы выявлять фамилии, имена тех людей, которые были призваны на службу. И в этом смысле, конечно, мы можем, имея
имеем доступ, прежде всего, к тем сведениям, которые связаны с тем, что фамилия, имя, отчество, да, бойца, солдат или офицер, где проходил службу, когда был, скажем так, мобилизован, в какой военной части, да, и какие, скажем так, военные кампании или, скажем так, бои, в которых он принимал участие. В то же время надо сказать о том, что большая работа проделана историком, исследователем Яндиевой Тамарой Мадгиреевной, которая составила первый том книги памяти, где, естественно, представлены фамилии, данные, сведения об уроженцах Ингушетии, которые были призваны, да, с территории Ингушетии в период Великой Отечественной войны. Поэтому в дальнейшем задача стоит в том, чтобы продолжить эту работу, но эта работа уже начата. Поэтому книга памяти есть, и там можно посмотреть, с каких районов Ингушетии, когда были призваны военнослужащие. Ну вот говоря о числе вообще призванных из Ингушетии, представителях нашего народа, которые воевали, конечно, как вы отметили, Мадина, это, наверное, будет еще эта цифра уточняться, потому что мы знаем, что сегодня выявляются новые факты, документы. Дело в том, что порой бывало так, что действия человека, они, скажем так, ушли в забвение, поскольку мы знаем, что эта война была очень тяжелым испытанием для народа, да, и не всегда удавалось фиксировать действия этих людей, которые бы находили отражение в архивных документах. В этом смысле очень важно то, что, как правило, воспоминания тех людей, которые принимали участие в этой войне. Но, к сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Вместе с ними уходит та память о войне. И, наверное, надо сказать о том, что вместе с ними мы утрачиваем и сведения, и информацию, которая фактически, из первых уст. Поэтому, как правило, изучение истории Великой Отечественной войны – это комплексная работа. Она предполагает и живую историю тех людей, которые могли бы ее рассказать. Это и архивные документы, которые подтверждают эти факты. Да? Это и научная литература, которая позволяет нам все это, скажем так, проследить и изучить. То есть сопоставление всех вот этих данных, результатов исследований, наверное, даст нам какой-то конкретный ответ. Конечно, вне всякого сомнения, у нас в республике эта работа ведется, причем надо сказать о том, что научное изучение этих событий, оно, скажем так, поставлено на такой уровень, что в том числе и преподаватели Ингушского государственного университета, и сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук, и Государственный архив Республики Ингушетия, и Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова, музей боевой и трудовой славы города Малгобек. Все эти учреждения занимаются тем, что фактически восстанавливают, да, историю тех событий, используя те ресурсы и возможности, которые у них есть. В частности, надо сказать о том, что за счет документов, которыми они располагают, за счет тех сведений или, допустим, наградных листов, да, наград, которые поступают в том числе и в тот же музей, они позволяют, естественно, исследовать эту проблему всесторонне. Мадина, участие ингушей в партизанском движении, что об этом известно? И если можете назвать наиболее такие известные имена. Дело в том, что, в частности, мы с вами знаем, что территория Ингушетии, она не была оккупирована, но при этом здесь, на территории северной, северо-западной части Ингушетии, проходила прифронтовая зона, которая уже осенью 1942 года переросла, скажем так, в один из таких очагов военного противостояния, да, между советскими воинскими соединениями и германскими частями. И надо сказать о том, что еще в 1941 году, осенью 1941 года, был создан партизанский отряд, которым руководил участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер Хизир Арцханов. Он руководил этим отрядом, причем порой добывал разведывательные данные, переходя через Терский хребет в том числе, то есть доставляя информацию о том, какие воинские части здесь стоят, какие позиции они занимают. Ну и, в принципе, надо сказать о том, что эта задача, она на тот момент была очень важна. Еще одним партизанским отрядом, известным на территории Ингушетии, который был сформирован тоже в самом начале войны, это партизанский отряд, который возглавлял Тауси Шадиев. Ну, надо сказать о том, что в рамках событий, которые разворачивались на тот момент, а мы с вами знаем, что первые годы войны, они были невероятно сложными. И только, скажем так, начиная с 1942 по 1943 год,
год, когда, естественно, разворачивались активные военные действия, происходит коренной перелом, да, в ходе войны, фактически, который способствовал тому, что инициатива переходит уже на сторону советской армии. И тогда уже советская армия переходит в широкомасштабное наступление и уже переходит на территорию Германии. То есть опыт участников гражданской войны был уже применен здесь? Да? Безусловно. Молгобекская оборонительная операция. Мы знаем, что летом 1942 года фронт подошел уже вплотную к Ингушетии. Значение вот этой Молгобекской оборонительной операции в общем итоге, что бы вы об этом сказали? Летом 1942 года главным направлением становится южное направление для германского командования, то оно активно начинает приступать к тому, чтобы реализовывать свои задачи по захвату нефтеносных районов. И надо сказать о том, что уже к концу лета, то есть фактически германские части выходят непосредственно к Молгобеку. А здесь дело в том, что было что важно. На самом-то деле молгобекская нефть, она отличалась очень высоким качеством. Это отмечают многие исследователи. И она фактически использовалась в первую очередь как топливо для непосредственно авиации. А мы с вами знаем, что вообще Великая Отечественная война, ее называют еще войной моторов. Да? Почему? Потому что топливо было необходимо и танкам, и прежде всего авиации. И, естественно, в сложившейся ситуации для них доступ к молгобекской нефти, он имел важнейшее значение. Вместе с тем, форсировав территорию Ингушетии, в частности Молгобека, то есть северной части Ингушетии, они дальше уже пытались продвигаться ближе к Грозному, и уже главная задача – приблизиться к Баку. Но надо сказать о том, что Молгобекская оборонительная операция – это операция, которая сорвала как раз-таки планы германского командования. И мы с вами знаем, что военные действия, которые проходили на территории Молгобека и близлежащих населенных пунктов, они фактически способствовали тому, что Германия вынуждена была фактически отказаться от своих планов. Почему? Потому что оказанное здесь сопротивление, поддержанное это прежде всего и советской авиацией, и танковыми соединениями, и боевыми частями, которые принимали участие в этот период на территории Молгобека, безусловно, они способствовали тому, что планы по реализации своей задачи и осуществлению своих, скажем так, своей директивы Германия не смогла достичь, то есть эти планы были сорваны. Соответственно, надо сказать о том, что военные действия, которые здесь проходили, они были достаточно сложными, и надо говорить о том, что сама местность Молгобека, Молгобекского района, она достаточно сложная, и надо говорить о том, что здесь, конечно, вести войну было проблематично, в том числе и германским воинским частям. Однако, несмотря на их преимущества в техническом отношении, да, все-таки 3 января 1943 года Молгобек был освобожден, и надо сказать о том, что тогда уже стало очевидным, что планы германского командования просто-напросто были сорваны. Депортация ингушского народа в феврале 1944 года, как она отразилась на представителях нашего народа, воевавших на фронтах? В 1944 году представители ингушского народа, да, которые находились на действительной службе, многие из них были отозваны из своих воинских частей, но при этом надо отметить, что некоторые из них, да, люди, которые дошли, скажем так, и до Берлина в том числе, продолжали служить в воинских соединениях. И надо сказать о том, что такие имена, они сейчас известны, их много, да? Люди, которые оставались служить в своих воинских частях и до конца, скажем так, дошли до победы в Великой Отечественной войне. То есть преданы своему военному делу, защита Родины, да, для них оказалась на тот момент первостепенной. То есть, несмотря на вот такое жесткое, можно сказать, распоряжение, демобилизовать и отправить в места ссылки всех представителей ингушской национальности, это же командование, командиры брали на себя ответственность. Это говорит отчасти и о качествах бойцов. Вне всякого сомнения. Безусловно, здесь имело важное значение и, скажем так, боевые качества офицеров и солдат. Это было и отношение самого командования к людям, которые проходили службу. И вообще надо сказать о том, что Великая Отечественная война, она, безусловно, сплотила всех людей перед лицом беды, перед лицом такой опасности. Нужно учитывать все факторы, да, которые и вы перечислили в том числе. Поэтому они, некоторые из них дошли и до Берлина,
И, естественно, скажем так, их действия сегодня – это пример, скажем так, храбрости, мужества, отваги. Мадина, если говорить об исследовательской деятельности, о которой вы отчасти сказали, в направлении изучения вообще темы Великой Отечественной войны, вот на ваш взгляд, что еще требует такого детального, конкретного изучения? Ну, надо сказать о том, что работа исследователя как раз-таки заключается в том, что исследователи, они, безусловно, последовательно и методично выявляют документы, материалы, которые непосредственно связаны с тем или иным событием. А если говорить об исследованиях, которые относятся к Великой Отечественной войне, то сегодня эта работа ведется в нашей республике достаточно активно. И надо сказать о том, что в первую очередь, наверное, мне бы хотелось отметить людей, которые вносят своими действиями и своими исследованиями большой вклад. Ну, наверное, я в первую очередь скажу о том, что большую работу в этом направлении провел доктор исторических наук Матиев Тимур Хусенович, который является автором монографии «Малгобекская оборонительная операция». Это, во-первых. Во-вторых, надо сказать о том, что этой теме прежде всего посвящены исследования многочисленные научного сотрудника Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Яндиевой Тамары Мадгиреевны. К тому же, надо сказать о том, что большой вклад в эту работу вносится музейными учреждениями. Когда-то, в 70-е годы, один из участников Великой Отечественной войны, Туган Хаджимухович Мальсагов, он начал проводить работу по сбору информации о уроженцах Ингушетии, да, о представителях ингушского народа. И с этого момента фактически и началась будущая история сегодня главного музейного учреждения нашей республики, Ингушского государственного музея краеведения. К тому же надо сказать о том, что музей боевой и трудовой славы, да, который фактически, скажем так, сегодня существует благодаря такому активному, скажем так, деятелю Борису Чербижеву. Да? Это фактически сбор информации начинался также об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. К тому же большая работа проводится архивными учреждениями. В данном случае речь идет об Государственном архиве Республики Ингушетия. В то же время надо сказать о том, что исследования проводятся и у нас в университете нашими преподавателями, которые занимаются изучением этих вопросов. К тому же сегодня подключается и молодежь, которая занимается, наряду с изучением фактов и событий, она занимается еще поисковым движением. Дело в том, что у нас на территории Ингушетии существует отделение поискового движения, которое объединяет людей, да, скажем так, под руководством Беслана Дзейтова, в том числе и наших студентов. И они принимают самое активное участие в этом движении. Поэтому я могу сказать, что это, конечно же, целая комплексная работа, которая проводится и должна проводиться в дальнейшем для того, чтобы изучать и выявлять новые страницы тех событий, которые имели место быть и в нашей истории, и вообще в целом истории страны. Мы же понимаем, что война, она в первую очередь связана с военными событиями, которые разворачиваются на фронтах войны. Но вместе с тем есть и жизнь, которая существует в тылу. И, соответственно, взаимодействие тыла и фронта, да, в годы Великой Отечественной войны, безусловно, способствовали и максимально приближали окончание войны. Поэтому работа предприятий, колхозников, скажем так, в колхозах, это поддержка фронта различными, скажем так, продуктами питания, продовольствием, всем тем, что было необходимо для фронта. Это все равно надо говорить о том, что это общий подход к тому, чтобы в первую очередь страна, ну, скажем так, одержала победу. И надо говорить о том, что индивидуальные действия каждого человека в этой войне, безусловно, сыграли исключительную роль. Мадина, вы отчасти сказали о роли мирного населения, о том, какую огромную роль сыграло мирное население в победе. И как раз-таки Малгобекская оборонительная операция – это одно из сражений, где вот роль мирного населения, она была огромной. Вот об этом хотелось бы поговорить подробнее. Хорошо. Так, ну вот скажем, что в тот момент, когда на территории северной, северо-западной части Ингушетии стали разворачиваться активные военные действия, то население Ингушетии, и в частности это оказалось те, которые не были призваны, это женщины, старики и дети, они выполняли всевозможные виды работ для того, чтобы не допустить врага, да, на территорию. И фактически это было связано с тем, что и женщины, и дети рыли окопы,
заградительные сооружения для того, чтобы танковые дивизии или танковые части не смогли преодолеть, вот, скажем так, эти препятствия. К тому же прифронтовая территория, она становилась местом расположения военных госпиталей. То есть именно здесь ранее существовавшие школы сельские, они были переоборудованы в военные госпитали. И там население, как правило, могло оказывать всевозможную помощь. То есть если, допустим, санитарные отряды, да, медицинские работники оказывали медицинскую помощь, то и местное население всячески пыталось оказать помощь этим солдатам. Да. И мы с вами сегодня даже располагаем сведениями, когда у нас есть воспоминания участника войны, все силы и усилия были направлены на то, чтобы поддержать успех, который развивался в этот период, и фактически способствовал тому, что советские воинские части переходили в наступательные действия. Мадина, говоря о важности памяти, о важности исследовательской работы в этом направлении, в изучении вообще истории Великой Отечественной войны, вот на ваш взгляд, насколько, вот как вам видится, важна память, важно восстановление имен участников? Ну, наверное, надо сказать о том, что, во-первых, сохранение исторической памяти, да, это одна из тех задач, которая стоит и стояла всегда. Почему? Потому что никогда не нужно забывать о тех людях, которые ценой своей жизни способствовали тому, чтобы нынешнее поколение, да, могло жить в мирных условиях. Это во-первых. Во-вторых, надо сказать о том, что преемственность поколения, она как раз-таки заключается в том, что нынешнее поколение уже следующему поколению должно передавать информацию правдивую, точную, да, которая касается освещение этих событий. И, конечно же, надо сказать о том, что в этом случае события, которые произошли 80 лет назад, да, в истории нашей страны, безусловно, заслуживают огромного внимания. Почему? Потому что это был подвиг всего советского народа. Это во-первых. Во-вторых, мы, конечно, понимаем, что вот если даже рассматривать эти события поэтапно, безусловно, мы можем с вами найти какие-то личные истории людей, которые, быть может, не участвовали на фронтах войны, но своими действиями помогали военнослужащим, да, обеспечивали их продовольствием, то есть максимально прилагали все возможные и имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы помочь фронту. Исследовательская работа в этом направлении должна вестись всегда. Почему? Потому что даже несмотря на то, что прошло 8 десятилетий с момента окончания войны, мы должны понимать, что остаются очень многие, как мы называем, белые пятна, которые следует, естественно, изучить. И, как правило, это связано с тем, что работа эта будет проводиться в первую очередь исследователями-историками. Поэтому нам бы хотелось, чтобы и следующее поколение историков, как и нынешнее, сегодняшнее, относилось к этому как, скажем так, бесценной памяти. Почему? Потому что оценить роль и значение тех людей, которые, скажем так, в годы войны, да, участвовали в военных действиях, очень сложно. Почему? Потому что они не задумывались о подвигах, они не задумывались о том, что их ждет. Они шли в бой, и они, естественно, скажем так, защищали свою родину и суверенитет своей страны. Мадина, вы преподаете историю в нашем Ингушском государственном университете. Насколько велик интерес молодежи к истории Великой Отечественной войны? Ну, надо сказать о том, что, безусловно, поскольку я представляю исторический факультет, и я могу сказать, что тема Великой Отечественной войны, она у нас, скажем так, занимает особое место. По крайней мере, подтверждением этому являются и статьи, и публикация статей, которая фактически в этом году осуществляется нашими студентами и преподавателями. Это во-первых. Во-вторых, Ингушский государственный университет проводит и продолжает проводить различного рода научные мероприятия, форумы, которые посвящены теме Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти, когда, естественно, исследуются вопросы участия народов Северного Кавказа и народов всей страны в этой войне. То есть эта работа ведется планомерно и достаточно активно, и нас радует то, что наши студенты интересуются этой тематикой, и, естественно, я надеюсь, что в дальнейшем свяжут свою жизнь с историей, и, как правило, их исторических исследований эта тема займет достойное место. Мадина, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Спасибо большое и вам за возможность принимать участие в вашей передаче.
Также благодарим за внимание наших зрителей и напоминаем, что этот выпуск был посвящен участию представителей ингушского народа в Великой Отечественной войне. Всего вам доброго.